Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Тойпиров. Сегодня премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов прибыл в Республику Таджикистан с официальным визитом. В международном аэропорту Душанбе высокопоставленного гостя встретили премьер-министр Республики Таджикистан Кохи Расулзода, а также другие официальные лица. Сегодня в рамках официального визита в Республику Таджикистан премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов возложил венок памятнику Исмоилю Сомони, который расположен на площади Дусти столицы. На церемонии возложения венка высокопоставленного гостя сопровождали первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Хоким Холикзод, а также другие официальные лица. Amen. 30 апреля во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял премьер-министра Республики Казахстан, уважаемого Олжаса Бектенова, который с официальным визитом прибыл в Таджикистан. На встрече обсужден комплекс вопросов отношений дружбы и сотрудничества между Таджикистаном и Казахстаном. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества стран в приоритетных торгово-экономических сферах, особенно энергетики, сельского хозяйства, транспорта, финансов и банков, инвестиций, образования, культуры и туризма. Было подчеркнуто, что в прошлом году товарооборот между странами составил порядка 1 миллиарда 150 миллионов долларов. И для повышения этого показателя необходимо принять совместные меры. Было признано необходимым на этом направлении более эффективно использовать потенциал Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и взять на контроль выполнение ранее заключенных договоров и контрактов на общую сумму около 3 миллиардов долларов. Важным было признано привлечение инвестиций в перспективные отрасли легкой, горнодобывающей, пищевой и химической промышленности, цветной металлургии, машиностроения, фармацевтики и туризма. Было отмечено, что Таджикистан и Казахстан смогут осуществлять крупномасштабные промышленные проекты, которые принесут пользу обеим странам. Одним из важных направлений сотрудничества было признано укрепление сотрудничества в области сельского хозяйства и увеличение экспорта продукции этой отрасли в Казахстан. Ярким примером регионального добрососедства было признано сотрудничество стран в области использования водных ресурсов и транспортно-транзитных коммуникаций. В этом контексте стороны с удовлетворением отметили налаживание прямых пассажирских маршрутов наземным транспортом и возобновление авиарейсов между столицами двух стран. Важной частью отношений стратегического партнерства и союзничества сторон было признано укрепление и расширение связей в культурно-гуманитарной сфере. Также был обсужден график предстоящих двусторонних и многосторонних встреч и переговоров. В ходе встречи стороны также обсудили сотрудничество стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества, Организации договора о коллективной безопасности, совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Фонда спасения Арала и консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Уважаемый Олжас Абаевич, приветствую вас в Таджикистане. Еще раз искренне приветствую вас. Рад нашей встрече. Поздравляю вас с назначением на должность премьер-министра. Желаю вам успехов в государственной деятельности. Стратегические партнерства наших стран динамично развиваются по всем направлениям. Расширяются торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи. Мы тесно сотрудничаем в области безопасности и в других сферах взаимных интересов. Дальнейшее укрепление взаимоотношений с Казахстаном является приоритетом внешней политики Таджикистана. Сегодня я хотел бы обсудить с вами их состояние и перспективы. Желаю вам приятного пребывания на таджикской земле. Глубоко уважаемый Эмомали Шарипович, в первую очередь разрешите поблагодарить вас за радушный прием, за возможность быть принятым вами. Позвольте передать самые
наилучшие пожелания и приветствия от президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Пользуясь случаем, хотел бы выразить вам благодарность за оказанную братскую помощь в связи с масштабными паводками в нашей стране. В Казахстане высоко ценят ваш личный вклад в становление и развитие наших отношений. Мы рассматриваем Таджикистан как надежного стратегического партнера и союзника. Между нашими странами не было и нет никаких неразрешенных вопросов. Все решается в духе союзничества и братства. Весьма символично, что именно в год 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами в прошлом году состоялись два ваших знаковых, очень важных визита в нашу страну. Декларация о союзническом взаимодействии открыла новую веху в летописи двусторонних отношений. Беспрецедентные по масштабу Дни культуры Таджикистана в Казахстане стали очень яркой страницей в нашем культурно-гуманитарном сотрудничестве. Мы уделяем очень большое внимание развитию торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Вами и Касым-Жомартом Кемелевичем поставлена задача по наращиванию товарооборота и доведению его как минимум до $2 миллиардов, то есть двукратное увеличение. И мы с таджикскими коллегами, с таджикским правительством будем над этим очень предметно работать. Мы придаем особое значение предстоящему государственному визиту президента Казахстана в Таджикистан. Готовимся к нему, чтобы он стал действительно очень таким важным, содержательным. Сегодня председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, принял президента Европейского банка реконструкции и развития госпожу Одиль Рено Басо. В ходе встречи было обсуждено текущее состояние и перспективы сотрудничества исполнительного органа государственной власти города Душанбе с этой влиятельной мировой финансовой организацией. Основное направление встречи составили вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством по развитию городского транспорта, инвестиционными программами и увеличением потенциала города, созданием условий для построения лучшего и устойчивого будущего для города Душанбе и его жителей, строительством дорог и эстакад, а также другими выгодами для обеих сторон направлениями. Председатель города Душанбе и президент Европейского банка реконструкции и развития также обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством исполнительного органа государственной власти города Душанбе и Европейского банка реконструкции и развития в направлении эффективной реализации новых проектов. Участники встречи приняли решение и впредь продолжать плодотворное для обеих сторон сотрудничество во взаимовыгодных сферах и реализовать новые совместные проекты. На встрече также обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес. В рамках официального визита в Республику Таджикистан премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов встретился с премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода. В ходе встречи стороны обсудили важнейшие вопросы двусторонней и многосторонней интеграции и выразили заинтересованность в укреплении отношений. Подчеркивалось, что несмотря на хороший уровень сотрудничества, существует возможность дальнейшего укрепления отношений между двумя дружественными странами. А в будущем путем принятия срочных и эффективных мер интеграция Таджикистана и Казахстана может быть выведена на новый этап развития. После официального визита в Республику Таджикистан премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов вернулся на родину. Высокого гостя провожал премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода в международном аэропорту Душанбе. К другим темам. По инициативе председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, в сотрудничестве с Международной федерацией дзюдо в 2024 году в столице Таджикистана, городе Душанбе, будет проходить турнир мирового тура по дзюдо «Гранд Слэм». На тренировках дзюдоиста побывала Шахло Бердиева, и она более подробно расскажет, как готовятся к данному турниру наши спортсмены.
В начале мая текущего года в столичный спорткомплекс Дворец тенниса и водных видов спорта за большим шлемом приедут сильнейшие дзюдоисты из многих стран мира. Поэтому, чтобы составить серьезную конкуренцию, наши дзюдоисты не расслабляются. Их график расписан буквально по дням. И все это, чтобы получить путевку на главные мировые соревнования – Олимпийские игры 2024 года. Ведь нужно еще набрать необходимое количество баллов. В Душанбе дзюдоисты Таджикистана проводят тренировочные учебные сборы. До большого шлема остались считанные дни. Времени для вхождения в форму осталось совсем немного. И сборная уже в буквальном смысле переселились в зал. Тренируются 2 раза в день, утром и вечером. Таджикистан на этом сборе представляет весь, что называет, цвет звезд отечественного дзюдо. Вместе с ними тренируется и молодежная команда, у которой есть на кого равняться и с кого брать пример. Мы готовились на тренировочном сборе, который прошел в Турции. И мы очень усердно тренировались на этом тренировочном сборе, лагерь. И наша основная цель – бороться на турнире, который пройдет 3 мая именно в нашей столице, в Таджикистане, в Душанбе. И мы должны усердно работать и тренироваться, чтобы показать свою лучшую сторону, свои лучшие результаты именно на данном турнире, потому что все наши земляки, все наши родные будут болеть за нас. И мы сделаем все, чтобы забрать медали с данного турнира. После Олимпийских игр, чемпионатов мира и World Masters турниры большого шлема являются самыми рейтинговыми мировыми стартами, то есть турнирами, в которых дзюдоист может набрать наибольшее количество рейтинговых баллов. Отличие Гран-при от Гран-слама. Гран-слам это на одну ступеньку выше стоит, чем Гран-при. И еще в Гран-сламе дает в 2 раза больше олимпийские очки. Поэтому на Гран-сламе больше народу приезжает, чем на Гран-при. Цель федерации, руководство федерации заключается в том, чтобы в каждой весовой категории у нас ребята получили олимпийские лицензии, и чтобы они могли участвовать на Олимпийских играх 2024 года, которые будут проходить в Париже. Поэтому мы работаем. Турнир пройдет на основании постановления председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали. Его целью является пропаганда здорового образа жизни, обеспечение спортивной и оздоровительной массовости, развитие спорта страны, в том числе дзюдо, поиск молодых и перспективных спортсменов и дальнейшее повышение чести спорта суверенного Таджикистана. На этом гранд-слэме у нас очень хорошая возможность, чтобы в каждой весовой категории мы можем по 4 спортсмена выставить. Я думаю, что здесь наши ребята, молодые, имеют возможность себя показать и получить больше результатов и олимпийские баллы, для того, чтобы уже следующий старт у нас будет уже чемпионат мира, чтобы уже на чемпионате мира достойно бороться. Напомним, что в прошлом году в Гран-при Душанбе 2023 приняли участие свыше 300 спортсменов из более чем 40 стран мира, которые оценили уровень его организации как высокий. Шахло Бердиева, Мехрус Джумаев, Рустами Карим. Новости. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.